Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Сейчас расскажем коротко о самых главных событиях сегодняшнего дня. Замминистра экономразвития Российской Федерации Сергей Назаров прибыл в республику для утверждения проекта инвестпрограммы на 2026-2030 годы. Осознанно принимая гражданство Российской Федерации, торжественно клянусь соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества. В посольстве России в Абхазии состоялась первая церемония принесения присяги гражданина Российской Федерации. Мы считаем, что принцип самоопределения не применяется к ситуациям в Крыму и Донбассе. В данной ситуации преобладает принцип территориальной целостности Украины. А в вопросе Гренландии голос островного народа является ключевым. Несколько улиц, а также село Дзюкта и часть турбазы остались без водоснабжения 30 января. Президент Абхазии Бадыр Гунба встретился с замминистра экономразвития Российской Федерации Сергеем Назаровым, который прибыл в республику для утверждения проекта инвестпрограммы на 2026-2030 годы, а также обсуждения проекта реализации программы льготного кредитования инвестпроектов в Абхазии на этот же период. Президент выразил благодарность руководству Российской Федерации и лично Владимиру Путину за поддержку, подчеркнув, что масштабная помощь России является бесценной для развития Абхазии. На встрече обсуждались вопросы социально-экономического взаимодействия и реализация приоритетных инфраструктурных проектов. В частности, речь шла о ходе восстановления аэропорта и развития ЖД-сообщения. Если говорить о тех мероприятиях, которые проходят в рамках поддержки социально-экономического развития Республики Абхазия, эти мероприятия масштабны, чувствительны и касаются каждого гражданина нашей страны. Такое решение было принято высшим руководством Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Для нас это бесценная помощь, это возможность строительства нашего государства современного, где граждане нашей страны будут пользоваться всеми благами, которые создаются совместными усилиями. В рамках тех мероприятий, приоритетных мероприятий, которые мы сегодня будем обсуждать, я знаю, что запланирована встреча в правительстве. Это ключевые вопросы социально-экономического развития, это проекты инфраструктурного характера, создание наиболее благоприятных и комфортных условий для самой главной нашей отрасли, туристической отрасли. Я знаю, что есть предложения и уже наработанный опыт в Российской Федерации, который могут быть полезен и в нашей стране. Это новый вид, так скажем, предоставления услуг туристического характера, строительства глэмпингов современных. Это то, на что мы обязательно будем акцентировать свое внимание. Вы наверняка обратили внимание, что в рамках нашего взаимодействия вот и Сергей Владимирович Кириенко очень активно погружен во все эти процессы. Проходят очень знаковые, ключевые мероприятия для развития, в том числе нашей туристической отрасли. Мы пытаемся, достичь тех же результатов, которые были в свое время в Советском Союзе, показателей по посещаемости нашей республики. Конечно же, для этого же необходимо предпринять ряд шагов. Это в том числе и увеличение сезонности, чтобы отдых на территории Абхазии был круглогодичным. И мы все эти вопросы прорабатываем в рамках нашей совместной деятельности. Очень важные проекты реализуются в рамках транспортных возможностей. Это и аэропорт, как одна из ключевых тем нашего взаимодействия. Мы видим экономический эффект от реализации этого проекта.
Также мы не можем не заметить и положительного эффекта от железнодорожного сообщения. Почти 500 000 человек воспользовалось этими услугами. Все эти направления не могут не сказаться в целом на развитии и становлении нашей республики. Спасибо вам огромное за ту поддержку, которую вы оказываете персонально. Спасибо огромное руководству Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. И, как всегда, мы рады вас видеть. Сергей Назаров проинформировал о проработке инструментов льготного кредитования для малого и среднего бизнеса Абхазии. По его словам, это позволит существенно снизить финансовую нагрузку на предпринимателей республики. Спасибо за такой теплый прием. Мы действительно, предварительно с правительством обсудили ряд направлений. Я хотел бы доложить по тем направлениям, по которым мы сейчас взаимодействуем, чтобы, соответственно, была согласованная позиция, как двигаться. Мы сейчас действительно рассматриваем вопрос о дополнительном выделении средств на глэмпинги. И сегодня посмотрели некие локации, где, надо сказать, что ваш бизнес, в общем-то, достаточно активно в этом направлении развивается. Помочь в этом направлении для того, чтобы он, наверное, имел какие-то инструменты, потому что, к сожалению, эти формы поддержки сейчас в виде грантов или софинансирования, допустим, обустройства, которые мы тоже определили. И вот сейчас спрашивали, в каком виде бизнес готов принимать участие. Второе, мне кажется, что одно из направлений в этом же плане – это льготное субсидирование, субсидирование льготного кредитования в рамках МСП. Мы в целом тогда по вашему обращению, Владимир Владимирович принял решение по кредитам льготным, и мы эту конструкцию тоже обсудили с банками. И, наверное, несколько подходов сделали, каким образом, то есть вы отбираете проекты, предлагаете к реализации в отраслях, которые наиболее интересные для развития республики. Мы хотим сегодня обсудить, чтобы согласовать эти подходы. Субсидирование с нашим финансированием вы будете, соответственно, субсидировать ставку. Но это блок такой более крупных проектов. А еще, соответственно, с учетом формы поддержки малого и среднего предпринимательства, мы предложили, сейчас с банками еще обсудим, с вашими банками, которые могли бы кредитовать малый бизнес. Запустить это МСП, и мы тоже с правительством обсудили. Я надеюсь, что мы тут договоримся сейчас о принятии отдельного акта. И эту форму поддержки, мне кажется, важно будет внедрить. Госпрограмму мы договорились, что закончим на этой неделе, на следующей. Да. Утвердить ее, инвестпрограмму и, соответственно, финансирование постатейное в решении МПК. Мы хотим его в течение следующей недели или в течение 10 дней принять, чтобы у нас уже было открыто финансирование по всем направлениям. В Кабмине прошло совещание по вопросам взаимодействия России и Абхазии в сфере социально-экономического сотрудничества. Открывая встречу, премьер-министр Абхазии Владимир Делба обозначил главные вопросы совещания. Поддержка субъектов предпринимательства, реализация инвестпрограммы, льготное кредитование и поддержка работников социальной сферы. Замминистра экономразвития России Сергей Назаров подчеркнул, что в рамках этой встречи необходимо согласовать все позиции прошедшего года для начала реализации запланированных направлений. Сегодня у нас на повестке нашей встречи ряд ключевых направлений по реализации важнейших задач, способствующих, еще раз повторюсь, и социальному, и экономическому развитию нашей страны, в числе которых, естественно, предстоит рассмотреть и меры по реализации госпрограммы 2630, новые подходы к оказанию мер государственной поддержки предпринимательству, субъектам предпринимательства, инвестиционная программа, программа льготного кредитования, поддержка работников социальной сферы, и многие другие, безусловно, аспекты. Я, как всегда, убежден, что встреча пройдет конструктивно и точно приведет к эффективности реализации тех задач, которые мы
с вами перед собой поставили. Не один подход делали там в режиме, может быть, там, дистанционном к рассмотрению тех или иных вопросов. И с точки зрения каких-то оставшихся нестыковок, собственно, наверное, сегодня мы как раз их должны снять. И тут целевая задача, чтобы нам уже там, на начало февраля согласовать все позиции, вот с учетом там, сегодняшнего обсуждения, это и решение межправкомиссии, и инвестиционную программу, все утвердить, чтобы мы могли оперативно уже начинать эти направления реализовывать. В том числе и хотелось бы, чтобы были у нас согласованы все формы поддержки МСП, которые мы так или иначе тоже обсуждали и нашли. Потом новую форму поддержки, которая связана с глэмпингами. Тоже, соответственно, там мы обсудили подходы, сегодня даже посмотрели, послушали там бизнес, как он это видит. Мне кажется, там достаточно тоже вменяемая позиция и понятная. Значит, и тоже запустили процесс, ну, мы предварительно с банками, которые принимают участие в этой программе льготного кредитования, обсудили подходы в ВТБ и Россельхозбанк, и фактически там разногласия по подходам у нас не осталось. Там вашу позицию тоже, которые были направлены, там мы тоже, в принципе, там согласились с вашей стороны нормативно тоже обставить в плане субсидирования процентной ставки, чтобы мы могли уже, вы могли бы начать отбор вместе с банками проектов, которые там не откладывали бы какой-то в долгий ящик, поэтому все нормативное решение всех порядков, актов нам надо бы закончить в феврале, чтобы мы уже могли бы двигаться вперед. В посольстве России в Абхазии состоялась первая церемония принесения присяги гражданина Российской Федерации. Мероприятие стало важным этапом реализации указа президента Российской Федерации от 17 мая прошлого года на территории республики. Присягу приняли 11 человек. Каждый из участников подтвердил намерение соблюдать Конституцию и законодательство России, уважать ее традиции и исполнять обязанности гражданина. Репортаж Шазины Ханагуа. Добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, торжественно клянусь соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества, защищать свободу и независимость Российской Федерации, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции. Эти слова присяги произносит 28-летняя Миранда Пачкория, которая давно ждала этого события. Российское гражданство получила она и ее дети. Очень волнительны, долго ждали и очень рады. Спасибо всем, кто причастен к этому. И хотела бы, конечно же, чтобы и дети имели, так как они увлекаются спортом, там выезжают неоднократно. И было такое, что не смогла отправить ребенка по причине того, что у нее не было российского гражданства. И я очень рада, что и я получила, и дети получили. Сейчас получили мы с ней, а супруг с дочерью, со второй, сказали, что попозже будет. Тоже очень ждем. Первая процедура приведения к присяге соискателей российского гражданства прошла в торжественной обстановке. После произнесения слов в присяге соискателям вручили Конституцию Российской Федерации и памятные подарки. Ливану Зухба 26 лет. Молодой человек с большим нетерпением ждал этого важного дня. Отличное настроение, я ждал этого очень долго. Всеми силами постарался получить, как все увидели, первым. В понедельник идем на Звамба. Сдаем документы на российский паспорт, на заграничный паспорт, и в течение 10 дней они в ускоренном процессе нам дадут. 11 соискателей поклялись соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина России на благо государства и общества, защищать свободу и независимость России, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции.
Для большинства населения наличие российского паспорта воспринимается как необходимость. В условиях, когда республику признает лишь ряд государств, включая Россию, российский паспорт помогает преодолевать искусственные барьеры. С ним можно учиться, заниматься бизнесом, путешествовать. Не менее важен и социальный фактор. Значительная часть пожилых людей республики получает российские пенсии и социальные пособия. Напомним, вопросы двойного гражданства обсуждались 5 марта прошлого года во время встречи президента Абхазии Бадры Гунба и президента России Владимира Путина. Более 70% граждан нашей страны являются гражданами Российской Федерации. Есть люди, которые не успели воспользоваться такого рода возможностями. Если такая возможность есть, мы бы хотели, чтобы такая программа была реализована. Да, мы продолжим. Она, в принципе, подготовлена. Мы продолжим ее реализацию. Спасибо большое. И соответствующие просто там указания с коллегам направлю. И они вместе с вами доработают вопросы, которые, может быть, еще требуют внимательного к ним отношения, но мы продолжим эту работу. В рамках соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о двойном гражданстве в соответствии с указом президента Владимира Путина от 17 мая 2025 года с прошлого года начали принимать заявления на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. В начале этого года нам пришли документы, согласованные на первых 11 человек, которые были сегодня приглашены на процедуру при принесении присяги. Вот, соответственно, мы этих первых 11 человек, наши первые ласточки, можно сказать, да, мы вот так вот их решили в торжественной обстановке, поскольку это первая такая церемония для них и для нас, решили ее организовать в торжественной обстановке в этом зале. Она обязательна, потому что в рамках закона Российской Федерации о гражданстве, 138-й федеральный закон, после того, как принято решение о приеме гражданства Российской Федерации, значит, человек должен принести присягу Российской Федерации. Вот, и, соответственно, вот эта процедура, она достаточно простая, но ответственная, да, необходимая для того, чтобы человек смог приобрести гражданство Российской Федерации уже было. Станислав Ружинский отметил, что также ведется запись через электронную очередь. Затем соискатель приходит в назначенное ему время и день и подает пакет документов. Документы уходят на согласование. Согласование может быть до 6 месяцев. Вот. И, соответственно, после того, как если человек, все его заявления согласованы, вот мы принимаем решение о приеме гражданства, потом он приносит присягу. Присяга у нас будет и дальше проходить, но, конечно, не в такой, наверное, уже торжественной обстановке. Будет уже там у нас, да, в рамках консульского отдела, также будет определенное время назначено, будет определенное количество людей приходить. Также у флага Российской Федерации, но у нас там есть свой специально для этого отведенный кабинет, где они будут также приносить присягу, зачитывать ее вслух возле российского флага. Это обязательный атрибут. И мы будем, соответственно, потом также принимать и гражданство. Сотрудники посольства поздравили новых граждан России. Торжественная церемония завершилась исполнением государственного гимна Российской Федерации, что подчеркнуло важность и значимость этого события для каждого участника. Шазина Ханагуа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. 29 января Гутерриш на брифинге в Нью-Йорке сообщил, что принцип самоопределения не применяется в ситуациях Крыма и Донбасса. По его словам, к такому выводу специалисты ООН пришли после тщательного изучения вопроса юридическим отделом. Госсекретарь ООН не стал увиливать от ответа и прямо сказал, что народы Крыма и Донбасса не имеют права на самоопределение. В ответ на вопрос журналиста, чем нужно руководствоваться в вопросе Гренландии, Антонио Гутерриш подчеркнул, что голос островного народа является ключевым. А вот русские полуострова и Новороссии должны уважать территориальную целостность Украины. У нас были очень интенсивные обсуждения по этому поводу. Существуют два принципа, которые являются основополагающими. Одним из принципов является территориальная целостность государств. Другим принципом является самоопределение народа. Мы считаем, что принцип самоопределения не применяется к ситуациям в Крыму и Донбассе. Таким образом, в данной ситуации преобладает принцип территориальной целостности Украины.
Напомним, что в начале этого года президент США заявил о намерении завладеть Гренландией. Это вызвало негодование в Евросоюзе, однако дать настоящий отпор Вашингтону никто не осмелился. Даже отправку малочисленного военного контингента увязали с мнимой российской угрозой острову. И вместе с этим вдруг вспомнили о праве народа Гренландии на самоопределение. В российском МИДе подчеркнули, что выборочная трактовка Устава ООН создает опасный прецедент. Секретариат ООН, его руководство откровенно подыгрывает тем, кто хочет сохранить нацистский режим на Украине. Это, наверное, все-таки выходит за рамки компетенции генерального секретаря. И он, конечно, не выполняет своих обязанностей, которые записаны в статье 100 Устава о беспристрастности, нейтральности и неприемлемости получения инструкций от какого бы то ни было правительства. Бадра Гунба принял общественного деятеля, председателя Ассоциации писателей Абхазии, доктора филологических наук Владимира Зантария. На встрече обсуждалась возможность проведения конференции ученых, писателей и академиков по проблеме положения государственного абхазского языка. Бадра Гунба подчеркнул важность сохранения, развития и использования абхазского языка и заявил, что государство сделает все возможное для укрепления позиции языка. Речь шла и об организации фестиваля, посвященного народному писателю Абхазии Баграту Шинкуба. Президент поддержал инициативы Владимира Зантария. Задержан гражданин Турции Чулак Ильхами, 1973 года рождения. По оперативным данным, на территории Турции он был осужден за покушение на умышленное убийство. Объявлен в розыске, длительное время скрывался в Абхазии. Подробности в материале пресс-службы СГБ. 30 января 2026 года сотрудниками Службы государственной безопасности был задержан и доставлен в здание Службы госбезопасности гражданин Турции Чолак Ильхами, 1973 года рождения. Согласно оперативным сведениям, задержанный на территории Турции был осужден за совершение тяжкого преступления, а именно по подозрению в покушении на умышленное убийство. В настоящее время Чолак Ильхами объявлен в розыск правоохранительными органами Турции и длительное время скрывался от правосудия, используя территорию Абхазии как укрытие. В ходе беседы с оперативными сотрудниками гражданин Турции дал признательные показания. Я гражданин Турции. Меня ищет полиция. Турция. За что вас ищет полиция в Турции? Я в розыске за убийство. При личном досмотре у задержанного был обнаружен поддельный паспорт гражданина Турции. 13. Это, извини, я пишет. Дату вы поменяли? Я поменяю. В связи с нарушением миграционного законодательства Республики Абхазия и отсутствие соответствующих разрешительных документов 30 января 2026 года Сухумским городским судом было принято решение о выдворении Чолак за пределы Абхазии через контрольно-пропускной пункт Ингур. Управление собственной безопасности МВД начало служебную проверку по факту применения физической силы сотрудникам уголовного розыска в отношении пассажира задержанного автомобиля. Инцидент произошел 26 января во время оперативно-профилактических мероприятий на посту ГАИ Эшера. Около 12 часов ночи автомобиль «Мерседес» проигнорировал требования сотрудников ГАИ остановиться и продолжил движение в сторону Сухума. Машина была остановлена сотрудниками на улице Гулия в Сухуме. Во время задержания один из пассажиров получил телесные повреждения в область лица от сотрудника уголовного розыска Мичба. Материалы проверки, проводимые по распоряжению вице-премьера министра внутренних дел Роберта Киут, будет передана в прокуратуру. На время служебной проверки Мичба отстранен от должности. Квалификационная коллегия судей Абхазии объявляет о приеме заявлений лиц, претендующих на занятие вакантной должности судьи Верховного суда. Прием заявлений осуществляется в помещении Верховного суда со 2 по 16 февраля включительно.
Сбербанк Абхазии расширяет возможности для физических лиц клиентов банка. Запущено мобильное приложение «Сбра онлайн». Теперь есть возможность получить необходимую информацию и выписку по различным счетам, а также переводить средства между держателями карт Сбербанка с нулевой комиссией. Самая популярная и востребованная услуга на данном этапе – перевод денежных средств на карты российских банков. Она осуществляется по номеру телефона получателя. В планах у Сбербанка расширение функционала приложения, работа над которым все еще идет. Установить приложение можно будет, обратившись в Сбербанк с 10 февраля. Приложение будет модернизироваться и функционал его будет расширен. В первую очередь планируем добавить еще банковские услуги, а также будет возможность оплаты услуг мобильного оператора и одного и второго. Будет возможность добавления оплаты за потребление электроэнергии. А также будет возможность оплаты обучения в детских садах, в школах, университетах, институтах и так далее. Ну, это такой небольшой перечень того, что мы хотим реализовать в ближайшем будущем. Для получения данного приложения сегодня, чтобы его установить, нужно будет обратиться в головной офис Сбербанка Абхазии, что находится по Эдгалара 10-12. А уже с 9 февраля данная услуга будет оказываться практически во всех отделениях Сбербанка Абхазии на территории республики. Надо будет просто прийти, обратиться со своим паспортом, и там уже сотрудники банка будут говорить о дальнейших действиях и в тот же день установят приложение. Профильные службы администрации города Сухум завершили ремонт второго участка подпорной стены на исторической части набережной столицы. Ремонт подпорной стены был крайне необходим. Агрессивная морская среда разрушила несущие конструкции стены на набережной у кафе «Пингвин», что не позволяло проводить полноценно работы по реконструкции самой набережной. Работы включали в себя укрепление стены протяженностью 54 метра. Установлены сваи в количестве 24 штук по 8 метров каждая. Все работы выполнены в соответствии с требованиями и в обозначенные сроки. Несколько улиц, а также село Дзюкта и часть турбазы остались без водоснабжения 30 января. Воду отключили из-за серьезной поломки трубопровода на улице Апсильской. На место выехала бригада столичного водоканала. Аманда Бакеля расскажет, что случилось и когда водоснабжение будет восстановлено. С самого утра на улице Апсильской специалисты столичного водоканала работают над устранением утечки воды, причиной которой стала изношенность трубопровода. Причина поломки, она сгнила. Время и агрессивная среда, известняк, глина, сделали свое дело, труба полностью проржавела. Как отметил главный инженер Сухумского водоканала Мирабанк Паб, ранее здесь уже проводились частичные ремонтные работы, но труба не была заменена, в результате чего она не выдержала напора воды и лопнула, что и привело к текущей ситуации. Дня 3 назад нам позвонили, сказали про такую сильную утечку. Ребята приехали, думали просто поставить латку, обварить. Но она не получилась, потому что очень много дырок было на большой длине. Остановили ЧОПами, но не успели доехать до водоканала. Как позвонили обратно, сказали, что опять пропустила. Сначала было необходимо выкопать старую трубу и вместо нее проложить новую. Из-за поломки без водоснабжения остались несколько улиц. Апсильская, Братьев Зонтария, верхняя часть улицы Чанба, а также село Дзыкута и часть турбазы. И мы вчера поднялись, посмотрели, приняли решение сделать вставку пластиковой трубой ПНД. Потому что у нас на готове, на скорую руку, у нас стальной хорошей трубы нету 300-ки. Эта труба соединяет насосную станцию Килосур с резервуаром на улице Братьев Зонтария. Эта вода собирается, аккумулируется там и потом распределяется по турбазе. Эта труба стояла в плане. Ее должны были менять, потому что на всем подключении, на всем маршруте этой трубы много утечек именно на этой трубе. Эта труба диаметром 300 миллиметров. Специалисты продолжают работу, стремясь как можно скорее восстановить водоснабжение. По словам Мирабанк Паб, ремонтные работы планируют завершить в течение дня. Аманда Бакеля, Данил Ханагуа, Абхазское телевидение.
В завершении выпуска расскажем о погоде. В выходные дни в Абхазии ожидается дождь, гроза. В горах ожидается снег. Температура воздуха ночью 3,8, днем 6-11 градусов тепла. Морская вода плюс 9 градусов. На этом информационный выпуск Амшикшара подошел к концу, а я прощаюсь с вами. Всего хорошего, до свидания.